Кыргызстане проживает более 90 тысяч китайцев, но вряд ли можно назвать это число объективным. Их больше, намного больше. Они женятся на кыргызках, заводят детей, получают кыргызское гражданство, адаптируются здесь, покупают жилье. Даже великий плавильный котел под названием «Америка» не смог переварить мигрантов из Поднебесной. В китайских кварталах крупных городов США, так называемых «чайнатаунах», их обитатели могут прожить всю жизнь, не владея английским. Это нация, которая не поддается ассимиляции. А что тогда говорить о кыргызах? Опасность в том, что мы просто можем в них раствориться. Если кыргызы потеряют национальную идентичность, то будут существовать как фольклорная нация. Весьма показателен случай в Таласской области. Экс-губернатор как-то рассказал, что китайцы, строившие там фабрику, через полгода попросили, чтобы им разрешили пригласить еще 100 специалистов из Китая. Да, они вроде бы занимаются выгодным для Кыргызстана делом, строительством фабрики, но при этом не забывают и о своих интересах. Не стоит ожидать со стороны китайцев каких-то военных действий. Они постепенно завоевывают нас экономически. 80% товарооборота приходится у нас на китайские товары. А это значит, что китайцы уже имеют определенный вес в финансовой сфере Кыргызстана. Логично предположить, что теперь они будут ставить политические цели. Через финансирование местных лидеров продвигать свои интересы. Достаточно перевести энную сумму в банк, и кыргызский политик будет лоббировать их интересы. Основная цель политиков Поднебесной – вырастить в Кыргызстане прокитайски настроенную элиту, которая потом попросит протектората Китая. Китайцам не важно оформлять все это юридически. Формально мы будем существовать как государство, но фактически в стране будет полное доминирование Китая, как это было, например, в Малайзии. Там китайцы, составляя этническое меньшинство, около 30%, доминировали в экономике. Они были более зажиточными, предприимчивыми, и малайцы просто не могли с ними конкурировать, что приводило к межэтническим конфликтам. А когда встал вопрос о политическом доминировании китайцев, в Малайзии был принят закон о пропорциональности. И сейчас при приеме в госструктуры соблюдается этническая пропорция. Такое же регулирование на государственном уровне необходимо и нам. Здесь уже наша элита должна поставить заслон. Пусть китайцы занимают свою нишу в Кыргызстане, развиваются, вкладывают свои инвестиции. Но в политическую и культурную сферы пускать их нельзя.